друзья, и у нас сегодня распаковка. Да, Иша? Только, Иша, тебе тут ничего нет, по-моему. Я уже не помню, если честно, что заказывала. Я сейчас распакую, потом включишь. Ну и как вы поняли, распаковка от любимого Василька. Пришел мой заказ еще вчера. Ну вот сегодня будем распаковывать. Значит, это у меня пижама 50 размера для моей дочери старшей. Стоит она 882 рубля. Сейчас мы посмотрим. Она меня просила ее купить. И я ей купила вот такую вот. Давай я вот сюда положу, ты будешь снимать. Вот такую вот пижаму. И так вот. Красивая, качественная, как всегда. Нам нравится. Я уже ей, по-моему, вторую пижаму заказываю. Та была с шортами, а это вот со штанишками как раз. К осени, к зиме. Вот такая футболка красивая с таким вот рисуночком губной помады. Трикотаж качественный. Я не знаю, друзья, нам нравится трикотаж от Василька. Это, как я сказала, для Танзилы, для моей старшей дочери. Так, Аишка, тебе ничего нет. Ты поняла, что у тебя ничего нет, да? Или, по-моему, пижама для нее. Я точно уже не помню. Пижама, скорее всего. Так, пижама. Нет, Аишка, по-моему, для тебя есть пижама. Пижама вишенка футер 56 на 104, 722 рубля. Аишка, тебе пижама все-таки. Я вспомнила, что я тебе заказывала. Теплую пижаму же мама просила тебе заказать. Ой, Таня. Или не она? А кому я такую маленькую пижаму заказывала? А ну покажи. Вот такая пижамка Аишки. Вишенка. Смотри, какая красивая, да? Красивая? Красивая пижамка. О, она теплая. Сейчас, конечно, тебе сейчас будет жарко. Вот такая вот, ну, типа начеса, очень тепленькая, красивая пижама. Вот. Ну все. Дальше теперь смотрим, что у нас тут. Дальше у нас тут полотенчико кухонное. Так, пижама, я сказала, стоит 722 рубля. Так, набор вафельных полотенец. 3 штуки. 45 на 60, 240 рублей. Полотенца, как я сказала, хоть такие, хоть какие. В хозяйстве всегда нужны. В любое время можно кому-то подарить. Или дома использовать. Вот. Поэтому я часто и заказываю полотенчика. Вот. Накрыть тесто. Красивое. С попугайчиками. Так, я сказала, сколько стоит, да, уже? Набор полотенец стоит 240 рублей. И недорого. Так. Все. Дальше. Дальше я заказала еще своим племяшкам. А у меня не подошли те, которые я заказывала раньше. Немножко. Я перезаказала. Детям племянницы моей. В тот раз, который я заказывала, был слишком маленький. Мы их одели Мухаммеду. Вот. А ее малышу 3 года. Вот такой вот костюмчик. Жалко, сейчас Мухаммед спит. Я бы показала на нем. Хотя, по-моему, у меня была съемка. Качество нам тоже нравится. Мадина уже несколько раз постирала. Ничего не испортила. Все нормально. Трикотаж хороший. Пошив хороший. Сделан оверлок везде. Все хорошо. Так, значит, костюм мальчика на 3 года стоит 307 рублей. Этот костюм. Так, теперь у нас еще один костюм. И костюмчик для мальчика на 5 лет тоже я заказывала племянникам. Только уже не этим, а другим. Он стоит 342 рубля. То же самое, друзья, качество отменное. Пошив, видите, красивый, хороший, все четко, все сделано. Сам трикотаж тоже, как я сказала, очень даже качественный. Также заказала платьице на 5 лет. Это тоже моей племяшки, дочки моей племянницы. Вот такое вот платьице.
Красивое. Сейчас я вам скажу, сколько оно стоит. Платье для девочки 473 рубля. Совсем недорого. То же самое, трикотаж хороший, качество хорошее. Wonderful. А? Wonderful. Написано. Написано. Переведи что? Прекрасно. Прекрасно. Так, теперь, ну, как всегда, у меня одеяло из верблюжьей шерсти, которое стоит 3161 рубль. Как я сказала, я уже меняю все наши одеяла. Летние одеяла я уже, это тонкие, куплены, у всех у нас поменялись. А теперь это уже третье одеяло я заказываю. Мне очень нравится, скажу вам честно, это одеяло, оно очень теплое. И потихонечку меняю всем своим домочадцам одеяло. Оно полуторка. Ку-кук. Ку-кук. Так что вот так вот. Еще буду заказывать. Не всем заказала. Мне еще надо. Это я, скорее всего, бабушке отдам. Как раз идет ремонт. У нее будет новое одеяло. Я сказала, оно стоит 3161 рубль. Качество отменное. Видите, прошито все хорошо, простегано хорошо, красиво. Сам материал тоже очень хороший. 140 на 205. Вот. Аишка, тебе не жарко в этой пижаме? Аишка, тебе не жарко в этой пижаме? Так, и вот последнее постельное белье, как всегда тоже. У меня практически не бывает заказов без постельного белья. Полуторка, короче, полуторспальный комплект белья. Поплин, стоит он 1903 рубля с наволочками 70 на 70. Не знаю, как-то я заказываю, уже в принципе для себя у меня и есть все. Ну, наверное, в следующий раз буду заказывать, чтобы наволочки были уже другие. А то у меня квадратные наволочки, не у всех же такие. Так. Тоже скажу вам, постельное белье от Василька мне очень нравится. Я уже поменяла все наше постельное белье, причем даже сменное. Ну, короче, все уже по 2 раза, чтобы, да. Мне нравится. Так, ну, наверное, если даже и дарить, не обязательно, чтобы эта этикетка была. Вот. Ку-кук. Это белье я, в принципе, не подарить. Я сейчас вспомнила, для чего я его заказывала. Я это белье заказала тоже. Ремонт же идет и у Дивера у меня в комнате. Вот второй комплект будет вот такой вот. У него в тот раз я ему коричневое заказывала с такой, с шоколадкой. А теперь будет вот такое голубое, второе сменное. У него есть, конечно, и второе, и третье сменное, но вот новенькое, чтобы... Да, Иша? Вот такой вот однотонная простыня синяя. И вот такие вот наволочки, как видите, хорошие. Тут мне что нравится, запах у наволочек глубокий, хороший. Видите? Что, Аишка, не балуйся, что не выскакивает подушка. Вылезти пытается. А? Вылезти пытается. Аиша, что ли? Аиша, мы тут набардачили. Мы так некрасиво все это сделали. Аишка тут балуется. Мухаммед спит у нас. Так, 2 наволочки, как видите. И вот такая вот простыня. Тоже она двухсторонняя. С одной стороны вот такая вот. А со второй стороны однотонная, как и простыня. Тоже прошито качественно, все хорошо. Закрыто все. Тут тоже сделан оверлок. Все хорошо. Вот так вот, друзья. Заходите на сайт Василька. Там очень много разных вещей. Я, как всегда говорю, я выбрала то, что мне нравится, то, что мне надо. Вы можете выбрать, что вам нравится, что вам нужно в хозяйстве, в доме. Что одежда, что белье, что постельное белье. И, как я сказала, вот видите, какое хорошее одеяло.
детские вещи. Лично мне все нравится у Василька. И поэтому заказывайте, заходите. Аришка, ну перестань, не балуйся. Ссылку на интернет-магазин Василек я оставлю в описании и закреплю в комментариях. Ну вот как-то так, друзья. Заказывайте. Самоминокости Ирдик Хелшин. Доброе утро, мои дорогие друзья. Я надеюсь, оно у вас доброе. Я надеюсь, у вас все хорошо. Алхамдулилlah, чтобы у нас все хорошо. И я вам тоже желаю всего хорошего. Так, утро не раннее. Понемножечку буду вам рассказывать, показывать, что я делала, да? Проснулась, можно сказать, где-то в 6 часу. После намаза легла, заснула и проснулась в 6 часу. Но встала только где-то 6:30. Лежала, думала, разные думки. Короче говоря, дальше что? Сварила рисовую кашу. Ну, сначала, конечно, подоила корову, сварила кашу, покормила семью, убрала посуду, подмела под навесом, там где-то у меня вот кусочек перед кладовками. И вот теперь мне сегодня привезут детей, и до того, как их привезут, мне надо все-таки сколько смогу, столько сделать работы. У меня стоят накопленные понемножечку, ну как накопленные, каждый раз сметану свежую же едим, а предыдущее остается. Ну и, по-моему, то ли 2, то ли 3 такие небольшие кастрюльки. Вы сами знаете, что меня не было дома, потом я как-то собирала в кучу свой дом, который за 3 дня у меня превратился в хаос. Так, и сегодня вот хочу с утра пораньше быстренько сделать масло. И знаете, что я сделала? Поспешила и сломала свою тестораскатка, тестомес. Вчера об этом говорили. Миксер. Представляете, вот. Не знаю, или у меня соскользнул палец, и он у меня вот отсюда слетел, сломался. Так бы у меня сейчас было бы больше времени. Налила, она бы крутилась, и все нормально было бы. Сейчас придется самой. Миксер мне очень нравился, он у меня уже лет, ну сколько, 4 года точно, как он у меня. Мадина даже говорила, что ей он нравится больше, чем ее планетарный миксер. Ну, походу, он свое уже отжил. Не знаю, вроде бы мне сказали, что можно припаять, мальчики, ну посмотрим. Паяльником. Вроде бы и паяльник у нас есть, ну, который паяет пластик. Надо будет посмотреть. Жалко, конечно, очень. Как я сказала, был хороший миксер. Так. Хочу посмотреть, подключилось или нет. Так. Ну, электричество, конечно, у нас, как я сказала, жуткое, особенно днем. Пока еще нет. Ночью и утром более-менее. Но только начинается жара. Наверное, включают кондиционеры. И все выключается. Так, друзья, вот это вот у меня сметанка. Помните, я вам показывала, что я делала творог с жирного молока. Так, это сметанка оттуда. Я ее просто сверху сняла. И сейчас попробую. Мне жалко все-таки. Внизу будет молоко, поэтому хочу жалко. Хочу тоже сделать из него масло. Будем сегодня масло взбивать. И я надеюсь, когда Мухаммед в обед ляжет, я и перетоплю его. Я уже топила без вас, когда вот было у меня затишье, что я не выпускала ролики. 6 литров перетопила масла я за это время. Сделала, сколько получается? Вообще-то надо будет все, наверное. Жалко, все перелью. Просто здесь сыворотки будет больше. Не сыворотки, а пахты. Посолила огурцы, 48 1,5-литровых баночек. В этом году я решила сделать их в полторушках. 8 банок я, правда, сделала в 3-литровых, но вот 48 баночек сделала в полторушках. Нам хватит огурцов, мы едим мало. Ну вот, попробуем, что получится из этого, из этой сметаны сначала. Но придется вот так вот.
Друзья, взбивала, но очень долго, потому что, как я сказала, оно уже снятое с этого, ну, уже с прокисшего молока, уже готово. И у нас уже гости. Привет! Привет! А где Мухаммед? Мучал Мухаммед? А? Цехвы. А где он? Скажи на русском. Где он? Мухаммед. Он она? Цехвы. Аишка начала в этом году, не в этом году, а вот сейчас в последнее время практически хорошо говорить уже на имбурском. А то я переживала, что она все время на русском, на русском. Ты что, все поела? Каесть? Каша каесть? Наелась? Да? Ну ладно. Потихоньку докончить. Не хочешь такой так докончить? Так, вот видите? Со штатива сняла. Тут мало уже, видите, с этого. Масла будет мало, как я сказала. Ну все, оно уже собралось, уже все. Вот так вот. Теперь буду дальше остальные взбивать. Ну вот, теперь второе. Кастрюлька вторая. А это уже почти готовое масло. Вот что получилось из того масла. Я его вот так вот кладу в холодную воду. В реалити, конечно, было бы, если бы вода была прям вот ледяная, холодная. Но она не очень у нас холодная. И, к сожалению, у меня нет в холодильнике ни холодной воды, ни льда. Потому что если она вот там лежит, то мои пьют ее, а я сейчас боюсь, чтобы пили холодную воду. Такие времена настали, что уже боишься даже глоток холодной воды выпить. Очень много больных у нас, друзья, я не знаю, как у вас, и простудными заболеваниями, и этот ротавирус какой-то, я не знаю, инфекция какая-то, больницы, говорят, переполнены. У каждого второго рвота, жидкий стул, все вот эти вот дела, что у взрослых, что у детей, или простудные заболевания. Вот непонятное сейчас это все время, поэтому вот так вот холодной воды нет. И желаю еще раз всем, кто болеет, здоровья, исцеления, чтобы все это мы смогли пережить. Да? Теперь так. Будем взбивать это же. Ну, это уже, видите, оно уже почти готово. Тут немножечко только придется перебить. Наверное, надо было еще поглубже в чашу положить, чтобы не выплескивалось. Вот так вот. Вообще-то надо посмотреть. Есть, я знаю, что есть специальные маслобойки. Скорее всего, надо будет ее купить тоже. Попозже как-нибудь. Понемножечку кухни, бытовой техники у меня прибавляются на кухне. Поэтому действительно ту кухню надо будет быстрее сделать, чтобы вся эта моя аппаратура везде помещалась. А то уже у меня даже нормального порядка здесь нет. Везде мои лотки, мясорубка, тестораскатка, тестомес. Уже нормально и никого и не встретишь здесь. Все-таки не хочется, чтобы это все стояло на кухне, в которой мы едим. Но пока так. Поэтому в этом году у меня не получится это однозначно. Может быть, там по весне мы начнем кухню делать. Ту кухню, которая построена. А этой осенью нет, это точно. Хотя зарекаться нельзя, точно знает только Всевышний. Кто его знает, а может повезет, и мы заработаем хорошие деньги, что и сможем и кухню сделать побыстрее. Будем надеяться, будем молиться, просить Всевышнего, чтобы у нас все получилось. Я имею в виду у всех у нас, друзья, кто чего-то ждет, чего-то хочет, не получается, чтобы у всех все получилось. Так, он у меня за шнур дергается, штатив. Вот так вот. Видите, сейчас скоро появится пахта, и масло готово. А я добавкук. Абахкуки. Вот, как видите, уже отделяется пахта. Ну, буквально 4 минуты, наверное, она у меня взбивалась. Эту я взбивала очень долго, потому что это была не прокрученная сметана через сепаратор. Вот все.
все. Теперь я уже это остальное соберу руками. Так вот. Так, опять скажу, без перчаток, потому что, в принципе, делаю масло себе, да, если даже и кому-то, все равно масло перетапливается. И бывает в обработке, да, тепловую обработку проходит, поэтому без перчаток. Просто у меня тут с левой руки, на левой руке палец порезан, и его, конечно, я берегу сама, чтобы туда ничего не попадало. Одеваю лейкопластырь, пальчик. Так, это у меня работает дегидратор, не знаю, слышно или не слышно на улице, я вам покажу. Поменяла местами лоточки только что, почти высыхает уже. Поставили то ли на 60, то ли на 70 градусов, я не знаю, обычно мне его Ибрагим ставит. Вообще я с этой техникой не дружу. Или как-то, чтобы вот не задумываться, не вникать. Легче же кому-то сказать, да, иди, поставь, сделай. Поэтому всегда с техникой у меня мальчики мне помогают. Вот. Аиша, ты чего это улеглась? Мама мчихай. Хаал. А? Балхляхай. Куда мама пошла? Хаал. Хаал. Так, если что, почему я радуюсь, что она говорит на ингушском, потому что она очень мало у нас говорила на ингушском языке. Все-таки у нас язык, это не то, что я не хочу, чтобы она понимала и говорила на русском, но русский мы всегда по-любому изучим и узнаем, и в школе тоже получается нормально изучать. Просто дело в том, что если не выучить ингушский, то потом бывает очень сложно. Язык ингушский очень сложный. Вот, и выучить его потом, после русского, бывает сложновато. И бывают проблемы и в школе, и дома. Я вообще не люблю, когда с акцентом говорят на своем языке. Не знаю, может, кому-то не понравится, что я говорю, но это мое мнение. Вот, на своем языке нужно говорить без акцента. Ну, конечно, стараться и на любых языках говорить без акцента. Но по-любому, раз мы родились в такой национальности, мы должны знать свой язык. Зная язык, мы будем знать и свои обычаи, и свои традиции, и все намного лучше. Поэтому не зря же, в принципе, да, Всевышний создал разные народы, чтобы языки были разные, чтобы и обычаи, и традиции были разные. Поэтому мне нравится, что Аишка уже прям предложениями хорошо говорит на ингушском. Как я сказала, у нас действительно, друзья, очень сложный язык. Его вот просто выучить другому человеку, ну, русскому или другого языка, этого, как его сама уже на русском нормально не смогла сказать. Ну, русскоязычному человеку сложно. Очень сложно, потому что, как я сказала, язык сложный. И я просто это говорю, потому что когда вот с России где-то жили раньше, да, дети, родители с детьми приехали, им очень сложно бывает в школе изучать ингушский язык. И изучать, и говорить, и усовершенствовать свой язык. Так, ну вот так вот, видите, я отжимаю пахту и кладу в холодную воду, чтобы тоже и пахта лучше смылась. Вот так вот, с вами разговаривая, у меня проходит утро. Так, надо что-то уже и на обед придумать. Рабочих как таковой опять моих нет. Вчера приехал он где-то в час, по-моему, даже во 2 часу. Приехал один даже, их 2 у меня рабочих работает. Один русский, один ингуш. Вчера Коли не было. По-моему, Коля, он на него говорит.
И поработал буквально 3 часа, наверное, тоже уехал. Я не знаю, что я прям его вчера и просила, и умоляла. Я говорю, пожалуйста, быстрее закончи, потому что мне нужно уже и в том доме хочу в 2 комнатах поменять обои. Мне обязательно нужно. Вот, пока здесь этот бардак, еще и там устроить у меня просто не получится. Вроде бы обещался, а видите, уже 10 часов, а их как нет и не было. Не знаю, где-то они работают, что они делают. Но рекомендовать их я, наверное, никому не буду. Ну вот следующая партия сметаны, она у меня уже немножечко, но оно свежее, поэтому немножко жиже. Вот перед этим, которое было очень густое, а это чуть-чуть такое вот оно, чуть-чуть свежее. Это у меня 3 кастрюльки получается. Вот пока собирала я. Ну, все стояло в холодильнике, оно не перекисшее, все очень хорошее. Кондиционер мы не включали даже. Надо поменять жидкость в нем и перенести его в какую-то комнату. Может быть, даже не то, что в какую-то. Скорее хочется к себе в комнату. Потому что я до рассвета лежу под включенным вентилятором. Так, ну еще немножечко осталось. Ну, в общем, может быть, меньше наливать. Все-таки трудно такое количество. Да, надо мне подумать о маслобойке, посмотреть. Вообще-то это спрошу, наверное, у него, вот кого брала чисто мес. Может, у него такая техника тоже есть. Спрошу. Если даже нет, то он может привезти, в принципе. Взбивать нужно до появления пахты. Вот тогда уже масло собирается нормально. Как только появилась пахта, все, можно уже собирать руками. В принципе, масло вы можете делать и сами дома, покупать на рынке сметану. Но опять-таки
На рынке сметана тоже бывает разбавленная, я вам скажу. Но все равно топленое масло уже будет точно, если даже оно разбавленное. Как вы видели, считайте, первое, что я взбивала, получается как бы разбавленное, потому что сверху снято, а там чисто не снимается, все равно молоко бывает немножко. Просто выход будет меньше, если разбавленное. Ну, а если, конечно, чистоплотные хозяйки продают не разбавленная сметана, то можно самим вот так вот миксером взбить масло и перетопить. И вы будете знать, что вы едите чистый продукт. Все, видите, пахта уже все брызгается. Конечно, в маслобойке этого бы не происходило. Все было бы закрыто, ничего бы не брызгалось. Ну все, остальное соберу руками. Раньше, в наши времена, можно сказать, ну, я застала эти времена, времена наших бабушек, мам, были деревянные маслобойки. Ой, как их? У нас лично, вот у меня, у нашей мамы была вот такая вот, как будто бы бочка, и крутилась ручка, с а там были лопасти такие вот так вот. Вот как в тестомесе дежа, вот типа такой. Вот такой у нас был, такая, ну, маслобойка такая была. А у многих, вот у нас, у других наших жителей, ну, нашего села, потом села, где я замуж вышла, была такая вот длинная, тоже деревянная, длинная, как ну, но не широкая, даже, может быть, уже, чем это. Ну, как бы бочка, кадок какой-то вот такой вот. И туда на палке внизу была такая, как лопасть, вот как кисть моей руки, наверное. И вот так вот ее взбивали, сметанку на масло. Вот были такие. Я очень жалею, что все-таки выкинула у меня, когда делала уборку, дивер выкинул вот эту мою старую маслобойку. Просто как сохранить, как раритет, как память, чтобы можно было даже показать, да. Но он просто не знал, что она может быть нужна, и выкинул ее. А так я видела много у многих, что есть такие еще, даже и пользуются этим, этой маслобойкой. Так что вот так вот. Мы, наверное, последнее поколение, которое видели такие маслобойки деревянные. Не то, что видели, а именно пользовались. И раньше, я не знаю, почему-то так долго приходилось. Я терпеть не могла взбивать масло. Вы не поверите, девочки, мне даже плакать хотелось, когда мама меня просила взбить масло. Оно так долго взбивалось. Я не знаю, что это было. Вот непонятно. Или то, что вот в холодильнике сметана не стояла. Все-таки холодильники были же маленькие, все туда не помещалось. Или что, я не знаю. Часами приходилось крутить эту ручку, оно не взбивалось. Потом снова охлаждалось, ставила в холодильник, чтобы взбилось. А? Телефон? Подожди, там мой на зарядке, а этим я снимаю. Чуть-чуть подожди, пока мой зарядку сделает, хорошо? Хотя Мадина тебе запрещает смотреть телефон. Вот так вот. Друзья, вот такие вот дела. А хозяйство, что у мамы, что у моих, у свекрухи, всегда у нас были и коровы, и не одна. И у меня у самой уже, когда я сама стала жить, у меня и 3 было коровы, и 5 даже было время коров. Ну, одна уже несколько лет, потому что сыновья настояли на том, чтобы убрать, чтобы не было 2-3 коров, чтобы просто чтобы хватило моей семье. Но я бы с удовольствием, конечно, бы держала, но хочется многое, но все-таки не позволяет здоровье. Одну корову я отстояла, чтобы хотя бы одну, чтобы они мне разрешили оставить. Я не могу как-то без коровы привыкла, я не знаю. Аська. Васька. Так, и все, вентилятор уже включен. Друзья, я не могу больше, уже жарко. Так, ну и последняя кастрюля.
Вот столько пока уже. Надо будет отсюда уже вынуть. И последняя, вот третья кастрюля получается у меня сметанки. Ну, не буду показывать, как взбиваем. Потом покажу общее. Так, ну вот, столько масла я сегодня взбила. Сейчас поставлю его перетапливать. И понемножку, может быть, вам тоже буду показывать, как я его перетапливаю. И вот сушится в дегидраторе слива. Помните, я в вчерашнем ролике показывала, он сушится у меня со вчерашней ночи. Где-то в часов в 10 вечера только я его включила. Вот, еще не готов. Надо будет еще стоять, чтобы они стояли. Видите, переставляла я их местами. Вот, смотрите, я не помню еще такого, чтобы вот так вот вообще не было зелени. Все желтое, все выгорело. Не знаю, что тут лошади едят. Вот такая вот картина. Ничего зеленого нет. Практически все выгорело. Вот такие вот дела, друзья. Так, ну вот, друзья, теперь поставим масло наше перетапливаться. Так, съемка, наверное, немножко некачественная, потому что я снимаю с другого телефона. Айфон у меня на зарядке. Там немножко неполадки с зарядочным устройством. Так что пока буду снимать на этом телефоне. Так, мы уже пообедали. Я не стала снимать. Сварила манты, которые были у меня заморожены, ну, на продажу. Нам очень понравились. Пришел сегодня, обычно он не приходит, пришел на обед старший мой сын. Хотела сделать чебуреков, а потом такая жара, не хотела стоять у плиты, быстро поставила манты. Так что заморозки действительно выручают. Надо мне много чего сделать. Но такая жара, я ничего не могу. Так, ну ладно, сейчас, видите, даже телефон немножко шевелится, и то плохо снимает. Пока ждем, пока не перетопится. Потом я вам буду показывать. Вот сколько посуды перемыла. Это все после сметаны. Видите, даже раз, два, три. В 4 кастрюльках у меня понемножку стояла сметана. А это после мант. Ну и, видите, как видите, ей пришлось и тазиков много помыть. Ну, помыла. Так, камера дергается. Вот что значит дешевый телефон. Нет в нем стабилизатора. Так, друзья, вот теперь на этой стадии мне нужно немножко засыпать сюда муку. Так, это делается для того, чтобы быстрее сыворотка, которая вот тут вот находится, сыворотка вот опустилась быстрее вниз, и масло вытопилось лучше и быстрее. Вот теперь будет оно вытапливаться. Вот эти вот хлопья, которые вы видите, будут уже вниз опускаться. Из него получится тоже продукт, который можно кушать. Я не знаю, я даже не посмотрела, не знаю, надо будет, может, посмотреть в интернете, как он называется. На ингушском он называется лок. Лок. Если честно, очень вкусно, мне очень нравится. Мы его всегда едим. Так, друзья, вот масло мое уже готово, я его выключила. Все, как видите, оно прозрачное. Смотрите, какое. Все ушло вниз. Сейчас не буду болтать. Сейчас я его залью. Сверчки у нас, видите, как интересно, да? Ну все. Можно было бы подождать, пока закончится кипение, но я не буду ждать, потому что мне надо еще доить корову. Остальные дела уже практически все сделаны. Так. Ну и вот так вот через ситечко. Я просто не сообразила взвесить масло, чтобы узнать, какой выход получился. Да, тоже было бы интересно. Но в следующий раз обязательно.
Так, оставшиеся налью сюда. Вот так вот. Вот это и есть то, о чем я говорила. Это наш лук. Ну, немножечко. Он не подгорел, просто немножко как бы красненький. Но это не мешает. Конечно, это очень жирный продукт получается. Его много и не поешь. Вот в горячем виде он очень даже вкусно его есть. И в холодном виде даже. Я вот люблю немножко намазать на хлеб и поесть его. Вот так вот. Просто я слишком много его получилось, потому что закинула 2 раза муку. Потому что первый раз, когда я закидывала, оказывается, у меня не снимал телефон. Так много его не надо, его было бы в 2 раза меньше. Но за счет того, чтобы для вас показать, что я кидаю туда муку, мне пришлось ее кинуть 2 раза, и лока получилось больше. Вот. За счет этого масла получится меньше, потому что лока много получилось, да? Ну, что не сделаешь ради того, чтобы показать. Ну, так получилось, что телефон не снимал у меня. Вот. И вот, как видите, друзья, чистейший продукт. Вот такое вот красивое масло у меня получилось. Оно прям прозрачное, как видите. Очень вкусное, очень полезное. И вот такой вот продукт тоже. Не знаю, мне нравится кому как. Конечно, жирновато, много его есть, конечно, нельзя, но это тоже очень вкусно. Вот как-то так, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия.